А в мэрии Грозного пока решают вопрос с уже накопившимися долгами населения. До февраля 2016 года горожане должны рассчитаться с властями за оказанные жилищно-коммунальные услуги. На совещании в мэрии Муслим Хучиев отметил, контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ и МУПов будет усилен. У нас в городе очень много жалоб поступает как через соцсети, так и через различные приемы, встречи с жителями города Грозного. Действительно, жалобы во многих случаях бывают обоснованными. Соответственно, очень много вопросов качества работы управляющих компаний, качества работы ТСЖ. Безусловно, и МУПам тоже есть определенные вопросы. И целс контролировать, демонетизировать на вашу деятельность. Сейчас будет очень жесткий контроль. На совещании также были затронуты вопросы, касающиеся злостных неплательщиков, которые в течение долгих месяцев не оплачивают услуги ЖКХ. Мэр города отметил, что благодаря рейдам, проводимым в последние месяцы, коммунальщикам удалось взыскать почти 180 миллионов рублей. По словам Муслима Хучиева, работа по взысканию задолженностей должна быть объективной, несмотря ни на что. Кого-то больше знаете, кого-то меньше знаете. С кем-то вы где-то работали на прежних работах. Но это не есть основание и со стороны комитета относиться необъективно. Представителями мэрии, городских префектур и работников ТСЖ ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых некоторые граждане оплачивают накопившийся долг. А он только по Грозному с мая составляет свыше 200 миллионов рублей, 150 за свет и более 40 за газ. А если потребитель не проводит оплату услуг дольше 6 месяцев, государство имеет право отключить его от общей сети. Асан Эльбукаев, Хаважи Мунаев, Дауд Куруев. Новости.